Ситуация с поступлением доходов в республиканский бюджет после прошлогоднего падения из-за пандемии стабилизировалась. Так, нынешней осенью этот показатель превысил 53 миллиарда рублей. Это почти на 30% больше, чем на эту же дату в 2020 году. Так, работа над республиканским бюджетом на следующий год и ближайшую трехлетку ведется очень интенсивно. Совокупный объем доходов Министерство финансов республики прогнозирует на уровне 84 миллиардов рублей на следующий год, 87 миллиардов на 2023 год и 84 миллиарда на 2024 год. Положительная динамика и по росту объема дорожного фонда. На 2022 год прогноз 5,2 миллиарда рублей. На 2023 и 2024 годы, соответственно, 5,6 миллиардов и 6,6 миллиардов рублей. Вы помните, что задачу, которую я поставил Дорожному фонду на 2022 год, полностью средства пустить на школьные маршруты, на приведение их в нормативное состояние, и еще часть, почти 2 миллиарда, в 2023 году полностью закончить школьные маршруты и привести их в нормативное состояние. Сегодня мы на оперативном совещании с министрами я обозначил еще одну тему муниципалитетам. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми начали актуализировать уже вот эти школьные маршруты и увидели, что более чем в 30 населенных пунктах школьные маршруты не имеют хозяина, то есть они бесхозные. Бесхозные дороги будут сначала поставлены на баланс, а уже после отремонтированы. Эта работа, как отметил глава Коми, должна быть проведена как можно скорее. Приоритеты в бюджетных расходах понятны. Это региональные проекты, социальные обязательства в интересах населения, соцподдержка отдельных категорий жителей и госпрограммы. Так, по линии адресно-инвестиционной программы власти Коми планируют вложить в строительство социальных объектов и другие важные цели 4,8 миллиардов рублей уже на будущий год. В 2023 году сумма возрастет до 5,3 миллиардов. А в 2024 году, наоборот, снизится до 3 миллиардов рублей. Почему снижение? Потому что мы рассчитываем, что к 2024 году у нас будет большее софинансирование из федерального бюджета именно по национальным проектам. В рамках концессионного соглашения, концессия – это когда строит концессионер, а мы выплачиваем равными долями, допустим, в течение 10 лет стоимость этого социального объекта. Вот в рамках концессионного соглашения запланировано строительство школ. Это сельский поселок Мадмас Усть-Вымского района и село Выльгард Сыктывдинского района Республики Коми. На эти цели заложены 386 миллионов рублей в 2022 году, почти 271 миллион в 2023 году и 289 миллионов в 2024 году. Также с этой недели по поручению главы Коми руководители всех органов исполнительной власти посещают рабочие совещания в Госсовете для защиты перед депутатским корпусом проектов госпрограмм.